Правительство Якутии продолжает отчитываться перед населением республики. 26 февраля рабочая группа органов госвласти встретилась с жителями Жатая. Глава рабочей группы, зампред правительства Якутии Александр Соловьев ознакомил жатайцев с результатами социально-экономического развития республики в 2014 году. В прошлом году правительству удалось сохранить устойчивые показатели развития. Увеличился прирост населения, построены новые социальные объекты, школы, детские сады. Реализуется программа расселения из ветхого и аварийного жилья. Какие основные задачи республика ставит, исполнительные органы госвласти ставят перед собой в 2015 году? Конечно, прежде всего, это выполнение всех социальных обязательств, которые взяли мы перед нашими гражданами. Это, конечно, во вторую очередь обеспечение продовольственной безопасности республики, потому что вы знаете, что вот сейчас у нас в связи с введением санкций ряд товаров мы должны будем производить у себя сами. Я считаю, что они более качественные и доступные, скажем так. Соответственно, сохранение объемов промышленного производства, обеспечение стабильности на рынке труда. Ну и, как вы знаете, у нас в Российской Федерации 2015 год объявлен годом литературы, а у нас он объявлен годом предпринимательства. Мы планируем довести долю людей, которые занимаются средним и малым предпринимательством, до 40% от всего активного населения республики. И, конечно же, мы с вами через буквально 2 месяца будем отмечать наш великий праздник. Это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Заслушав отчет, жатайцы задали волнующие их вопросы. Один из них – дальнейшая судьба Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. О планах по развитию завода не раз говорилось на уровне руководства республики и руководства Ленского объединенного речного пароходства, но из-за большого количества накопившихся годами проблем решить их в короткие сроки не получается. На встрече с правительством Якутии жатайцев в очередной раз потребовали встречи с руководством Ленского объединенного речного пароходства. По их словам, от главы пароходства они хотели бы получить общее представление о том, куда дальше будет двигаться завод. Но мы требуем уже, не просим, а требуем встречу. Насчет встречи, хорошо, я себе записал, я обязательно передам министру, что должна состояться встреча Ларионова с представителем министерства обязательно, или министр, или заместитель министра обязательно будут присутствовать. До конца марта такая встреча состоится, потому что, негоже так вот пообещать не сделать. Вот у меня такое всегда отношение к работе. Надо то, что обещаешь, надо делать. Кроме вопроса о возрождении Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, жатайцы поднимали ряд других проблем. Это проблема льготного проезда для студентов, неблагоустроенность дворовых территорий, отсутствие в поселке детских кафе и муниципальных столовых, большое количество в поселке бродячих собак и многие другие. Они строят как грибы, допустим, их дома строят, допустим, они вообще холодные. Таких дома 2, и поэтому там была действительно при проектировании допущена ошибка по цокольному перекрытию. Поэтому пришлось в зимнее время утеплять дополнительно цоколь, то, что сделано силами уже подрядной организации, те, которые работали, и это их затраты. Поэтому Матросова-1, там работы выполнены, это, будем говорить, нарушение устранено. А то, что касается по Северной 46, там работы продолжаются, потому что тот цикл работ, который был сделан, он оказался недостаточен, и поэтому сейчас эти работы продолжаются по утеплению цокольного перекрытия. К счастью, не все обстоит так плохо. Многие жатайцы вполне довольны теми квартирами, которые они получили в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Например, Фаина Протасова. Она и ее дочь недавно въехали в новые светлые квартиры. Людям у нас в поселке уделяется большое внимание. Мы очень рады за нашего сотрудника Дома культуры, которая именно по живой очереди, так сказать, прождав столько лет, она получила новое жилье. Она, ее дочь получила, и мы за них очень рады. Тепло, главное тепло, что в доме. Светло, тепло, уютно. Мы очень рады за нее. Проблем, наверное, как и в других, во всех населенных пунктах очень много. Хотя бы начнем с того, о том, чтобы продолжаем переселение из ветхого аварийного жилого фонда. Темпы неплохие, но хотелось бы быстрее закончить, для того, чтобы люди могли уже жить в новых квартирах. Проблема у нас, конечно, сегодня есть по Жатайскому заводу, о том, что, вы знаете, что производство, то, что касается производства упало, реорганизация, которые происходят. Поэтому, конечно, бы хотелось стабильности в производстве, непосредственно в производственной сфере, потому что все зависит от производственной базы.
значит, какая производственная база, так и какие налоги и доходы в бюджет. Ну, мы уже в последнее время, наверное, из промышленных стали в агропромышленные. Поэтому те крестьянские хозяйства, которые у нас работают, ну, действительно стабильно, уже, будем сказать, что развитые. Но здесь не только они что-то у нас выращивают, в последнее время овощехранилище. Вот сейчас запускают перерабатывающее производство уже, овощеперерабатывающее производство. Поэтому оно тоже постепенно развивается. А сколько хозяйств здесь базируется? Ну, самое крупное это М. Григория, потом Пигай, Угай. Ну, поэтому где-то порядка 5 крестьянских хозяйств, которые стабильно работают. Но самое крупное из них, конечно, это Григория. А школы, детсады, они хватает, да? Школ пока на сегодняшний день не хватает, детских садов нет. Мы строим детский сад. Вот там как раз, где у нас квартал бюджетная сфера, ИЖС, который тоже очень интенсивно развивается. В последнее время строится. С правой стороны? Когда вы ехали, то было с правой стороны. Вот этот квартал довольно-таки интенсивно развивается. В этом году, в сентябре месяце, мы должны сдать там школу. Вот здесь детский сад. Поэтому у нас еще появится 4-й уже детский сад. И школа будет, да, планируется? Ну, там отведено место, зарезервировано место под строительство школы. Но я думаю, что со временем и школа потребуется. А, наверное, все-таки очень многие покупают у вас земли, да, как раз таки ИЖС, да? На сегодня